Так, все, кто... А от города у нас кто? Я. Владимир, не видел. Здравствуйте. Не видел. Здравствуйте. А мы вас и не видели. Ну я тут тихонечко ходила. Неприметно. Неприметно. Да. Ну, в принципе, все в сборе Хорошо. здесь. Давайте тогда расскажите, наверное, здесь, просто чтобы нам по территории посмотреть, что было сделано в прошлом году. В соответствии с Да, нашими давайте. решениями. А потом Потому у нас что- во сколько? В 3:15 отплывает. Вот, ну, по сценарию мы тогда на паром сядем, да, тут доплывем. Вот, оттуда уже дальше я еще берегу укрепления, там буду смотреть с той стороны, а вы тогда в соответствии с вашим графиком. Да, Уже я дальше здесь. двигаетесь, Да. как у вас. Давайте, наверное, я начну, да, мои коллеги как бы продолжат. Ну вот обратите внимание вот на эту территорию, да, ну, раньше она немножко была другая, теперь она стала более-менее приближенная к тому, что как бы должно быть, по крайней мере. Хотя, конечно, до идеала еще далеко, но сколько уже вид есть. По последнему совещанию, которое было при вас в 12 месяце, мы все практически говорят, поручение исполнено. У нас исполнено поручение. Но на сегодняшний день пока еще то поручение, которое мы ставили в прошлом году, и оно работает в течение там такой устанавливается. Только один. А, там еще, да. А вот на тот Да. заезд. Там Там нету. фиксации. Установили дорожные знаки, установили заграждение. Где-то порядка, где-то 1,5 миллиона здесь как бы вложено средств для того, чтобы привести в надлежащее положение. Но и работники ГИБДД следят за порядком, и в принципе это есть хорошо, как бы отражается на фактах нарушений. С другой стороны, ну как бы наши специалисты тоже присутствуют и смотрим. Мы с 25 числа начали как-то уже работать на этих паромных переправах. Первый день, конечно, может быть, был ажиотажный, потому что ну, люди не терпелось поехать быстрее на свою родину. Сегодня уже, как видите, даже сегодня здесь практически говоря народу нет. Вот мы наблюдаем, стоим уже в течение 2 часов. Я вчера здесь был, и столько скопления машин, уже, откровенно говоря, их и нету. И потом посмотрите, как мы знаки установили, что как вот мы согласовывали, да, и схему движения с ГИБДД, мы как бы все это установили, теперь у нас знаки висят, и как бы порядка стало немножко побольше. Ну и видеофиксаторы в прошлом году мы где-то приметили 77 нарушений, это где-то примерно по 500 рублей штрафу. И здесь не преследуется это какая-то выгода, а здесь для того, чтобы наладить, упорядочить, и дисциплина была среди водителей, чтобы они видели, это как бы дала какой-то свой эффект. Все паромы, какие у нас были в прошлом году, столько же, такое же количество осталось, меньше, не больше не стало. И на сегодняшний день где-то порядка уже 600 машин мы уже за эту неделю, в принципе, обслужили. Хотя данные не от всех у нас еще пока попали, но порядка, вот если говорить про паромную переправу номер 1, номер 2, это порядка 600 машин уже мы обслужили за такое короткое время. Вот у меня коротко как бы все. А территория это все-таки, вот я юридически хочу разобраться, она у управления дорог города Якутска, правильно? Значит, она находится в аренде у предпринимателя. И на сегодняшний день мы значит, объявляем торги по выделению земельного участка под организацию торговли. Под организацию торговли по предложению Координационного совета по предпринимательству при главе города значит, было рекомендовано окружной администрации, мы с этим согласились, разделить участок на 2 части. Одна, собственно, по обслуживанию паромной переправы, и другая часть, вот именно коммерческая, по организации торговли. Поскольку Координационный совет усмотрел в этом определенное нарушение конкурентных процедур, поэтому решили в ближайшее время отторгуемся, но решили отторговываться не отдельными маленькими кусочками, да, а все-таки одним цельным блоком для того, чтобы можно было требовать с одного человека в части соблюдения санитарных норм, там, правил благоустройства и так далее. По благоустройству какие-то там требования предусматриваете? Да, арендаторам? ну, безусловно, значит, после того, как будет заключен договор и на стадии составления договора будет указано о том, что необходимо соблюдать все требования, единое оформление и так далее. Потому что здесь, в принципе, было оно единое оформление. Сейчас, после того, как мы объявили торги, значит, все это пока строения перенесены на тот берег. Но
А все-таки у вас это управление дорог города Якутска, правильно? Сторона заключения договора, и это территория к ним. Окружная администрация. Окружная администрация. Да. То есть и паромы, и причалы, и вот под торговлю. Да. у В аренду окружной передает администрации. окружная администрация. Просто я почему уточняю вот по юридическому статусу, что, конечно, большая работа проведена, но тоже, понимаешь, еще гораздо больше предстоит сделать. Вот, поэтому нам просто нужно в целом договориться, как мы будем вот эту услугу вернее, услугу по перевозке граждан с одного берега на другой, как мы ее будем развивать дальше и за кем закреплять. Потому что, на мой взгляд, вот если мы говорим, то есть локально мы в прошлом году там, как-то чего-то привели в порядок, но если мы говорим про систематическую работу, то нам нужно понять, кто будет эту услугу осуществлять. Будем ли мы по аналогии с городскими маршрутами разыгрывать маршрут, или мы какими-то другими принципами будем руководствоваться. То есть вот как у нас в целом вот эта деятельность по упорядочиванию перевозки, она будет устроена, и кто за нее в конечном счете будет отвечать. Потому что понятно, что у Саддама Владимировна этот берег, у главы Медино-Кангаласского района тот берег, но граждане-то одну услугу получают. И вот здесь мне самое ключевое, что я хотел на самом деле дальше в том числе обсудить, как мы вот эту услугу будем управлять ею. Потому что это потом связано с, в том числе, и условиями, которые при разыгрывании конкурсов, по сопутствующим это меньше, а вот именно по самой переправе, конечно, должно быть связано, потому что, Министерство транспорта же выпустило методические рекомендации по организации перевозки в прошлом году. Там, я, правда, не успел посмотреть их, но там требования невероятно предусмотрены, как в каком порядке должна осуществляться перевозка. Вот. А как вы видите, Александр Сергеевич, вам сначала версию вашу, как вы видите все-таки именно разграничение здесь ответственности и чье это полномочие по осуществлению этой перевозки с точки зрения органов власти? По идее, да, конечно, руководство общее должно вести Министерство транспорта и дорожного хозяйства вместе с городом, потому что земля, будем так говорить, она-то муниципальная, имеется в виду городской администрации. Ту услугу, которую предоставляем, паромщики предоставляют, кстати, я хотел отметить, с 2016 года тарифы не повышались. Это я знаю, я видел справку. Оно как осталось, так оно неизменно идет. То есть это как бы для народа в течение 3 лет держать тарифы одни и те же, такой неплохо. Какие сейчас тарифы, напомните? 122 для пассажира, для человека, 340, да, насколько я помню? 340, да. 340 для автомобиля, а для больших грузных фур там где-то порядка 1500, насколько я помню. То есть, даже с учетом... В зависимости от тоннажа, наверное. С учетом с учетом ростов на бензин и так далее, все равно тарифы держим пока на уровне. Что благодаря, конечно, поблагодарить надо и владельцев, паромщиков, что невзирая на это, народ все-таки еще пока держится на обыкновенном хорошем уровне. Так что, в принципе, общее руководство должно все равно быть за министерством, а уже вкупе с городом Якутском мы должны порядок здесь тоже приводить в порядок. Просто, смотрите, нам, на мой взгляд, нужно все-таки посмотреть на среднесрочную перспективу до 2024 года, например. Понятно, что мы все сейчас работаем, чтобы был построен мост до 2024 года. Даже при принятии положительных решений уже в этом году моста не будет. Поэтому у нас впереди как минимум 5-летка, которую нам нужно пройти. И как мы видим развитие паромной переправы, чтобы она обеспечивала максимальную безопасность, комфорт и соответствовала ожиданиям граждан. И отсюда, на мой взгляд, нам нужно посмотреть и условия, которые мы в аренду будем прописывать. И вот не хочется, чтобы это как-то в одних руках все-таки было, потому что понятно, что Министерство транспорта регулирует, понятно, что имущество городское, понятно, что коллеги из правоохранительных органов, из ГИБДД обеспечивают безопасность, каждый в своей части, РЭК цену устанавливает, Анатолий сказал, лучше связь делает, но чтобы это все развивалось последовательно, чтобы он был один ответственный за организацию, потому что это существенная социально значимая услуга наша, которую мы оказываем нашим гражданам, которая, наверное, относится к числу
наиболее важных для граждан, наиболее волнующих в период перевозки. Вот мне хочется, чтобы мы договорились, какая структура у нас будет отвечать, и мы все вместе после этого и помогали этому человеку, этой организации по налаживанию работы. Если брать на себя ответственность, я стою, улыбаюсь уже с Арданой Владимировной, то, конечно, придется нам это брать на себя, потому что у нас есть и профильный департамент личного железнодорожного транспорта, и, в принципе, те же методические рекомендации, которые мы давали, и взаимоотношения, это проводят под эгидой министерства. А какая-то есть подведомственная структура, которая может заниматься этим? Как вообще, вот я просто сейчас съехал тоже для себя, пытался логику какую-то навести, а как вот у нас устроено по аналогии управление межгородскими перевозками, межпоселенческими, ну, например, автобусные сообщения? Кто им управляет и как упорядочивается там работа? С автобусами у нас, в принципе-то, наверное, по большому счету, больше город. То есть межгородские? Это Министерство транспорта. Я имею в виду, Межвузные, конечно, Минтранспорт. Ну, я тоже думаю, что это вряд ли. но это те, которые, наверное, Минтранспорт, Покровск, вы по-любому. имеете в виду, Намса, да? Ну Да, да, это наша. Нет, я эти имею. Нет, Запуск понятно, не что регулирует. внутригородские, Да, это это маршруты там понятно. Управление Естественно, транспортом а только в территории города. чьем лице, какая у вас структура занимается? Это департамент профильный или какой-то есть подвед, который занимается? Департамент, у нас в департаменте дорожной службы есть как бы отдел автомобильного транспорта, который как раз и занимается. Хорошо. Ну, в общем, короче, вот я как такую установку основную вот это вижу. Вот. Предлагаю сейчас тогда тем, кто присоединяется к нам на пароме, ехать. Ну, видишь, я хочу добавить, что... Вы поедете или тут останетесь? Останусь дома. Тогда сейчас нам В в Якутске. части, которая касается Сардана Владимировны, надо остальное еще обсудить, чтобы не катать 2 часа туда-сюда. Не, ну у меня предложение, во-первых, по поводу... Структура действительно сложное управление. Мне кажется, надо рассмотреть варианты типа консорциума. Как у строителей есть СРО, есть консорциум, куда войдут и частники, и город, и Меган-Гангаласк, и мы в лице Минтранспорта, и дочерней структуры. И где будут эти все моменты обговариваться, тарифы, там, какие-то расписания на год, там, утверждаться в начале года и прочее. Мне кажется, какой-то такой должен быть... Вряд ли идти надо. Приглашаю вас. Коллегиальный орган, мне кажется, да. Сейчас догоню. Ну, вот Анатолий сказал, мне что хочется... там обсудим. Ну, вы идите, мне хочется все-таки хотите, давайте коротко, Сардана Владимировна, а вот вы все-таки как видите с позиции города структуру управления вот этим процессом, и что, на ваш взгляд, сейчас ключевое, о чем нам нужно договориться, чтобы нормально 19 год и до 24-го наладить работу? Сама организация пассажирских перевозок водным транспортом, безусловно, это полномочия и прерогативы Министерства транспорта, но абсолютно согласна с вами в том, что это нужно смотреть в комплексе и в части прибрежной вот этой территории Казани, потому что услуга, по сути, начинает оказываться вот с того момента, как люди начинают выстраиваться в очередь. В этом смысле абсолютно согласна. Давайте мы сделаем следующим образом. Мы на уровне министра соберемся, я принесу действующие договоры, посмотрим эти договоры, пригласим паромщиков, предпринимателей, которые этим занимаются, да, и посмотрим, какие мы можем дополнительные изменения или дополнительные соглашения заключить в части действующих договоров, а не действующие, для того, чтобы вот действительно это все взаимовязать. И предложение, значит, министра Семенова тоже очень дельное в плане того, что мы, и правильно задается вопрос, потому что непонятно, где чье заканчивается. И вот вроде как мы тут отвечаем, мы в аренду сдали, вроде не отвечаем. Дальше арендатор взял, он, значит, организует, все заезжают нормально. Дальше река не наша. И в результате получается, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, давайте Да, так договоримся, давайте сейчас мы так на и пароме сделаем. еще продолжим обсуждать, но просто тогда сейчас Александр Евгеньевич должен будет определить, мне все-таки хочется, чтобы внутри Минтранса был конкретное должностное лицо, которое за это отвечает. Разумно то, что Анатолий Исконович говорит по сбору некоторого, ну, рабочей группы, консорциума, правильную организационную форму сделать, но очень важно, Сардана Владимировна, чтобы при, ну, в первую очередь, заключении договоров и регулировании в части, касающейся города, мы вот это все увязывали, чтобы Согласна, мы да. вместе Да. и единые правила, и единые направления движения вырабатывать. Тогда таким образом будем двигаться. Хорошо, Вот, хорошо. пойдемте на паром дальше. Ну, дальше, да, Дальше Сардана вернуться домой. Счастливо. Я взялся, Что, займётся?
американская дорога, это на содержание уходит около 15 миллионов. А вот Федералов, вот это федеральное, А перевозчики присоединились там? Не они отказались? присоединились. Я просто в лицо А вот Диагон здесь, Владимир Лентранс здесь, Кировская здесь дальше тоже идет здесь. Первая, вторая. На той стороне нет сейчас ажиотажа? Сейчас надо поехать на стоп. С 6, наверное. Где-то так. Ажиотаж идет с той стороны, в воскресенье. Да. И потом, когда мы В пятницу вечером туда, в воскресенье вечером. делали регулировку, грузовые машины мы оставляли, да? Да. Только легковые, пускали туда. Успел. Я думаю, нет. Вам где начнутся спортивные игры, вот тогда, То есть, наверное, будет. да, на сегодня еще есть весовое ограничение где-то вот. Нервника слушал где-то. Ну и пока автотехника такой тяжело, пока мало. То есть вот где-то примерно числа 15 июня уже пойдет. Какое сейчас соотношение грузовой и легкового транспорта? Ну, где-то 80% легковых, где-то 20% грузовых на сегодня примерно. Вот я сейчас Парома. пока ехал, скачал приложение Беспаром, посмотрел, пользуется вообще, Да. отслеживаете? Да, кстати, у нас же на сайтах на двоих опубликованы и расписание, и как бы теперь можно посмотреть, когда отходит оттуда, когда отходит отсюда. Проблема в том, что, Владимир Ильич, если затронули эту тему, у нас же только вот первая и вторая паромная переправа, 4 парома. Очень удобно, но надо, чтобы другие подключились на самом деле. Это да. Мы сейчас тестируем вот с ребятами с Нового. С другими тоже обсудим. Ну, там понятно, что приложение, вернемся к нему, конечно, ну давайте по приложению отдельно сейчас. Да. Вот, потому что там есть что пообсуждать в приложении. Так, хорошо. Хорошо. А планы у вас, ну вот есть по развитию какие дальше? Тут же вы сейчас территорию и парома, и вот там ресторан, вы хотите сейчас, ну, пусть парома ваша, а тут тоже по конкурсу направление. Да, как бы хотелось, но мы самое, как бы мы торговлей не занимаемся, мы хотели бы эту как бы курировать, так как у нас как здесь производственный объект и тяжелая техника работает. Ну а есть у вас там, не знаю, проект освоения территории, какой-то расчеты, как что делать, какие услуги востребованы? Потому что это же в комплексе территория, ну вот сейчас она упорядочена, то есть хорошо, большая работа проведена, но будем честны, выглядит страшно. С
учетом большого количества людей, которые ездят, то есть это большая перспектива, в том числе и для бизнеса. Ведь проезжающие люди это невыпитые чашки кофе мимо вас проходят, которые возможно доход для бизнеса. Буквально, наверное, неделю уже, если мы начнем что-то. Ну, а 2020-2021 это был гостиничный комплекс со своими местами. Я буду все-таки просить, мы сейчас уже начали говорить о том, что будет единая комиссия под руководством Александра Евгеньевича с участием Владимира Васильевича, чтобы вы, будем договор аренды заключать, более четко формулировать, в том числе с проектом расстояния территории. Вот. И с ним какие эффекты это даст и для развития бизнеса, ну и для граждан. Так, ну давайте расскажите, у вас какая переправа? У нас Она где территориально? Сзади. самая дальняя. Как мы говорили, там отдельная стояночка для неопасных грузов, автомобилей с СССР. И как у нас и пассажиры там. Весь вопрос сейчас. По правилам допускается перевозка на одном пароме и горючек? Нет, все только отдельно. Неопасные груза даже крупными автомобилями не допустим. Там весь вопрос сейчас. А как там вас устроит? То есть вы компонуете количество этих бензовозов, которые влезают на паром, и целый паром заполняете? Ну, есть такой вопрос, что у нас лицензия на перевозку огнеопасных грузов. Ну, иногда бывает, что по 5 бензовозов перевозят, по 4, но все отдельно. У нас 4 парома, все не оборудованы огнеопасные груза. А у вас по расписанию движения или нет? Просто ведь первая и вторая, я правильно помню, что раньше у вас не было тоже расписания? У нас всегда было расписание. В этом году мы пересмотрели немножко. Вместо 4 кругов целых 5. А у вас строго по расписанию? Да? А у вас? У нас сейчас вышел 4-й паром. То есть у нас будет каждый часа. А Шеврон вышел? Да, еще паром вышел. То есть у нас уже 4. И вот нужно по году распределить, чтобы ГАИ участвовала в движения. А въезд у вас отдельный на... Есть отдельный. Но территория непосредственно примыкает к... нет, я имею в виду к второй паромной переправе. Через стенку. У нас там, как бы мы выкупили стенку, встречающую стенку для разработки контейнера перчатки. А за ней уже... Дальше уже, да, как бы это наша перчатка. Хорошо. Сколько у вас еще раз паромов? 4. 4 парома ходят. То есть по объему перевозимых автомобилей вы сопоставимы с первой и второй паромной переправой? Да, мы как бы все конкуренты. Ну, у них-то там побольше. Нет, а у вас сколько паромов? У них же 8 Тоже 4, да. То есть по сути вы можете столько же пассажиров перевозить, сколько и первая и вторая паромные переправы? Да, ну у них в основном они, потому что ближе находятся, Легковой большинство все легковой автотранспорт ходит через них. А у нас грузовой большинство. Но у вас же все по договорам. Да, да. А по договорам они уже конкретно идут на него. А вы будете приложение заходить? С работы уже начали. А смотрели вы приложение? Какие планы, когда на приложение подключиться? Насчет Наяма?
вас тоже отдельный. Он, Отдельно. А что ты не видел? Там указатель вообще стоит, я сейчас скажу. там даже не это- заметил, надо быстро Мужчина бросать. стоял. Мужчина стоит, застывает. Нет, мы заскочили на первую паромную переправу, это был первый. А этот еще Вы, до да, этого. это наше. Вы, получается, к нам заехали, потом, наверное, выехали и переехали туда. Но там тоже у вас разграничения стоят. Да. Понятно, понятно. Да, кафешки мы не ставим на берегу, мы поставили на каждом походе кафе. Понятно. Грубо говоря, если Там очередей не рубки, да? будет... Рубки на теплоходе. Да, на теплоходе, Русский, да. да? Да, мы как размышляем. Там со временем все равно очередей не будет, потому что паромов больше. Ну, Лорд да. в этом году, да, еще выгонит. Он натянет грузовики, следовательно, от нас грузовики уйдут, легковушек больше к нам будет заезжать. Все, на берегу, значит, кафешки, по большому счету. Потому что У него, в принципе, паром готов, он просто, как бы, он по грузоподъемности 1000 тонн. В принципе, это А когда надо, у этих паромов какая? А у этих по 600, наверное, да? не, палубы одинаковые. Объем палубы, вместимость машин. У нас практически одинаково у всех. Но объем он палубы. работает тогда, когда, допустим, надо, а так-то, в принципе, хватает этих. Когда надо. Вопрос востребованности, вопрос... Дело в том, что еще же паромы же заканчивают тогда, когда уже шуга начинается потихонечку. Вот тогда- ну тот ходит, тогда так я уже знаю. начинает помогать. Понятно. В приложении как вы подключились? Ну, мы сделали свое приложение. Сейчас оно идет, тестирование, поэтому массы еще не пустили. А почему вы к общему приложению не хотите подключиться? Ну, вы первой и второй паромные переправы, поэтому вроде конкуренты, но мы все равно одно же не будем делать. Ну, вот, допустим, службы такси, да, у каждой службы такси свое приложение. Это конкурентное преимущество каждого предприятия. В том дело, что в одном приложении было видно, где какое расписание, когда отходит и как туда попасть. Вот у нас точно такое же расписание, да. Тарифы, расписание. Я и где. понимаю, но какой смысл делать два приложения? Я не вижу здесь для вас какого-то конкурентного преимущества в том, что будет у вас... Вы какой-то там расширенный сервис будете оказывать? Вряд ли. Вряд ли, да. Там ничего. Мы тут беседуем, одно приложение делать или несколько. Вот мы тоже Коллега говорит, у нас что маленькая совсем. вместе, чтобы свериться. Вот там, может, языки даже пролезли. Действительно неудобно. И вот если вот всю эту информацию скопировать в одну систему, да, вот, это бы облегчило гораздо бы, очень много бы облегчило жизнь. Облегчило и удешевило всем, потому что, коллеги, смотрите, тут несколько факторов. Во-первых, само приложение делать новое каждый раз, да, его сам строить. Плюс нужно техподдержка постоянно, то есть изменения, да, будут, там, расписание, там, появление новых устройств. Тут гораздо легче все это делать в одном. Плюс с точки зрения, вот мы сейчас обсуждаем, сейчас же все это на телефоне, по-хорошему должно было бы быть это через спутник. Как ГЛОНАСС или система какая-то, да, то есть сейчас это через телефон. Хотелось бы подключить еще там ГЛОНАСС. Между прочим, Катикатская переправа, там тоже, с города Якутском очень... Там Качекатскую тоже можно, надо подумать, Олег Сергеевич, Качекатскую тоже, я сам... Там тоже надо упорядочить, на самом деле. Надо съездить, посмотреть. Там было время, когда вообще все Я деньги в собирали. том году ездил, да. Поэтому мы... Вообще, смотрите, я считаю, что... а вы много денег-то не уже потратили? Да, да. Не, мы уже, грубо говоря, потратили. Она, можно сказать, да, она готова, сейчас просто идет А вот тестирование. то, что мы обсуждали по интеграции, вы же можете сделать, договориться просто об интерфейсе, который будет данные забирать, все равно в общее загружать. Четвертое сделать. Нет, то же самое, одно загружать, а вы своим будете продолжать, пока оно не умрет. Пока оно, наоборот, не победит все остальные, и все остальные на него не перейдут. Просто чтобы отдельный еще агрегатор не делать там таких паромов, чтобы сразу... А это же возможность брать Да, приложение? конечно, все это возможно. Ну давайте тогда... Не, у нас такая идея ходит, чтобы, допустим, у каждого свое приложение, да, мы обменивались геоданными. Ну вот давайте для начала. вот, Есть да, одно вот это. приложение, к которому уже два перевозчика подключились. Один подключился, один будет подключаться. Вот. Мы с вашего, пока вы понятно, что это вы сами решаете,
вообще своих приложений сделать. Вот. Но просто пока данные, чтобы они агрегировались уже, и разработчики дальше совершенствуют, потому что тут еще большое поле для развития интерфейса и всего остального. Вот. Поэтому вот так давайте пока решим, вот, что вы просто данные тоже будете предоставлять, чтобы, а у вас задача развивать. Хорошо. Какие у вас по переправе конкретно вопросы есть? По приложению можно спросить? Сейчас по приложению еще отдельно хочу. Я просто спросил. Ну давай. Не, а вот вопрос-то, ваш интерес в чем отдельно? Я просто понять не могу. Цель какая? Вот отдельное приложение? В чем цель? В чем? Хорошо. Сегодня мы вместе, да? Завтра мы поругались, да? С первой обороны второй. Они убирают наши геоданные со своего приложения. Нет, ну можно... Ну вот, тогда- это же... Они же могут так Я делать. предлагаю чуть подробнее Да. вам просто потом еще обсудить. Просто мне хочется остальные вопросы сейчас пройти. Смотрите, если больше вопросов нет, да? Конкретно. Тогда вот по приложению, но я со всеми хочу проговорить. А смотрите, вот я ехал и думал, как пассажир, в чем мне не хватает. Мне реально не хватает информации о том, какая очередь стоит сейчас. Можем мы сделать мониторинг очереди? Здесь только веб-камеры подключены. Веб-камерами. Ну, Мы обсуждали давайте сейчас. сделаем веб-камеру. Веб-камера. В приложении надо сделать доступ к веб-камере. Она, куда ее поставить, понятно там? Ну, одна будет набережная. У нас вообще с камерами какая стратегия? Вот одна, которую Александр Евгеньевич говорил на столбе на большом, которая будет да, штрафовать. это на нарушителя. Это понятно. Можем ли Другие мы камеры еще подсоединить есть? ее к Можем. этому? Можем. Вы вообще считали, насколько быстро она окупится, эта камера? У нас есть штрафы. У нее нет идут. задачи. У нее нет задачи. Я понимаю, но просто я к тому, что может быть сразу 3 камеры поставить. На одну переправу, на другую. У нас тут Николай Питер Еще говорят? Дети бегают. он говорит, что в принципе это вообще не выгодно. А кто информация? Камера фотофиксации с экономической точки зрения, конечно, совершенно. Ну, за сезон 70 нарушений. Это ни о чем. Будет уменьшаться со временем. Со временем будет уменьшаться. Естественно, естественно. Поэтому говорю, Ну тогда может быть веб-камерами. Да, веб-камеры. Веб-камеры, здесь несколько вопросов. Первое, понятно, набережные, они самые простые, их просто интернет есть. Вывести на приложение и смотреть очередь в реал-тайме, это хорошая тема. Но вот мы сейчас с коллегами разговаривали, загруженность парома, было бы классно, если бы камеру с парома еще смотреть. Сколько паром? На пароме машин. Ну вот он едет, допустим, Ну, на мой взгляд, Александр Иванович, тут нам нужно как-то вот с разработчиками вообще чуть-чуть покумекать над каким-то сервисом. В идеале, конечно, лучше бы, чтобы помимо веб, онлайн-камеры мы просто считали в очереди столько-то машин. И чтобы камеры у мы нас можем поставить научились... наше приложение от Count Technologies, которое считает. Например, да. Ну вот, короче, Мы покумекать с можем- разными мы можем технологиями, это как сделать так, чтобы когда я ехал, я видел на одном такая-то очередь, на другом такая очередь, на третьем такая очередь. Отходит в Но самое такое-то простое, время. быстрое решение это веб-камера пока. В будущем, конечно. Пока да, но мне кажется, сразу нам нужно двигать. И еще сразу же у меня как бы как пользователя комментарий. Вот у вас сейчас, смотрите, вот написано. Сейчас я обновлю. Ну, допустим, 14:20 отправился из Якутска в Нижний Пестях. Идет на причал номер 2. Но здесь не написано, когда он придет. Он написан только здесь. Когда я нажму на него, будет написано, когда он придет. А вот здесь не написано. При выдаче написать. Да, Ну, и можно. кроме того, вот здесь, когда вы только А у нас здесь же этот захожу, срок, нету, срок, он же одинаковый всегда, да? нету, можно сделать. нет, вот здесь прям написано, осталось 55 минут, а там нет. И второе, вот я открываю список, и нету списка паромов, которые стоят под загрузку. То есть вот это будет полезно. Нет, прям вот что, у вас только те, которые в пути здесь. Ну вот, у меня просто зависло, кстати, тоже непонятно, почему зависло. Вот. На связи вроде, видишь, Вот, короче, там, где список он выделяется, выходит, там у вас не появляются паромы, которые под загрузку стоят. А правильно, стоит под загрузку, отправляется через 10 минут. Ну, например, вот. Это ничего не стоит сделать, просто можно. Вот, и это сразу Хорошее удобно замечание. будет. Хорошо. Хорошо звучит. Так, я хочу еще по приложению, давайте вот еще точки над «и» расставим. Я правильно понимаю, вы тоже не покидайте нас. Я правильно понимаю, что идею с электронными билетами невозможно сейчас реализовать?
без организации причала, как, уровень вокзала речного, то есть это невозможно сделать. Без отстойника, без шлагбаума, без двух даже шлагбаумов. То есть это очень сложно. При этом нужно же еще про бестяк говорить. То есть, Я понимаю, да. Здесь в городе Якутске в перспективе года, если то это можно будет как-то сделать, но с той стороны сейчас мы А пойдем, вот там... у вас, как у перевозчиков, вы же больше всех общаетесь с людьми. Есть вообще необходимость сделать эти электронные билеты? Или в принципе это такая некая... Не, ну вообще как бы это очень удобно было бы, в теории, да, как человек заранее может купить, попасть на паром, но в практике это нереально сделать. Во-первых, у нас все паромы разные, территория не позволяет, то есть там это конкретно, то есть подходите к вопросу по организации причала, Якутске, Сняки очень проблематично, потому что там и дорогу смывает, и там, мы каждую навигацию начинаем, так, там причал или нет. То есть, много таких. Со стороны Якутска в перспективе можно это сделать, я вижу. Возможно, но А вот с той стороны это будет тяжело. Я, честно говоря, я сам вообще не очень понимаю, как это делать, потому что параллельный заезд для тех, кто с билетами, параллельный для живой очереди и такая сложная очередь.